У нас весна, друзья. Вот такие маленькие ручейки, как бы вот текут они, да, сейчас очень много их, наполняют большие ручьи, эти ручьи наполняют маленькие речки, дальше эти уже маленькие речки наполняют большие реки. И в результате уже получается такая ситуация, что эта большая река выходит из своих берегов и затапливает нашу деревню, наше село, в частности дома, которые стоят на низине села. Вы не подумайте, у меня дом стоит в более высоком месте, и у меня с этим все нормально. Но я все-таки решил поснимать, вернее, попросил Машу, чтобы она вот сходила и поснимала. Вот такие пейзажи у нас можно наблюдать. Вот, между домами переходят на лодке. Если, например, там сходить в магазин там из этого именно участка села, надо переходить на лодке. Вот так выглядит. Вроде уже и зелень, и тепло. И вот так совпало. Давно уже такого не было у нас, друзья, чтобы, например, совпали очень теплые дни и дожди вместе. Это такой резонанс возник. И такого наводнения вот давно уже не было. Но наводнение у нас каждый год. Это естественный процесс. Вы видели, сколько снега у нас каждый раз. И этому снегу куда-то надо деваться. Просто сейчас это уже перебор как бы наводнения. Очень большой уровень, так сказать, по меркам даже севера. Дворы все наполненные водой. Вот в частности сейчас вот куда камера смотрит, я там очень много ездил зимой и летом езжу на коляске, а сейчас туда мне не добраться. Это местечко называется Нипе. Вот. Это первый вид, первое место, где мы поснимали, вернее Маша поснимала. Местечко Нипе, деревня Боровск. Само село называется Нившира, а это местечко такое Боровск. Низина Боровска, Нипе. Местечко Нипе. Вот так выглядит она сегодня, на данный момент. Воды очень много, люди. Конечно же, не очень комфортно в таких условиях жить. А что потом поделаешь? Никто не виноват. Это уже место центральной Нивширы. Вот, где там здесь поблизости уже перевозка на тот берег, потому что на другом берегу тоже живут люди, там несколько семей, дома стоят, они тоже затопленные в воде. И с этого это уже получается ближе к переправе участок. Вот самый вот этот баркас, который баркас или как он, железная лодка такая на 12 человек. И вот на этом перевозят. Тут вот эта большая вода все принесла мусор этот. Еще тут грязно. Вон вдалеке виден дом с красным флагом. Вы не подумайте, это не администрация, ничего такого. Это жилой дом, это, наверное, на 9 мая повесили флаг такой красный. Вот так выглядит участок. Это место переправы.
тут летом еще дорога. Это вид уже с третьего места. Тоже вот река зашла аж прямо до центральной дороги, вот где я езжу на коляске. Вот это центральная дорога, там магазин. Некоторые люди прямо на лодке приезжают, закупаются в магазине. Пожалуйста. Вот такая деревня Половодье. И к этому ребята, большинство уже привыкло. Конечно, это некомфортно, конечно, это неудобно. Там подвал, которые особенно живут, вот в частности, вот за речкой, да? Вон там дома стоят за речкой, это уже. И, конечно, это все затапливает, конечно, все это потом надо все проветривать, чистить, дома портятся. Конечно, это неприятно. Неприятно, мало сказано. Это большие затраты еще. Вот. Хорошо, чтобы еще и летом такого не повторилось, потому что прошлое лето вообще этот уровень половодья был прошлое лето тоже. Летом, прямо в июле началось после дождей. Вот там вот это Заречье у нас называется. Заречье, там живут несколько семей. Я не знаю, там тоже им не позавидую, если честно. Очень. Это все у них затоплено. Подвалы затоплены. Не только подвалы, там, наверное, и квартиры уже затоплено все. Ездят тоже на лодках, куда-нибудь там в больницу, в магазин. Вот на моторной лодке все ездят. Вот так. Ну что, друзья, вкратце показал наше половодье. Вот. Вы не думайте, это все закончится. Это закончится, вода уйдет, и все будет у нас нормально, и будем жить. Вот фильм заканчивает такая собака, такая воет. Конечно, такой неприятный момент. Но уверяю вас, все будет нормально у нас, друзья. Такое было и не раз, и опять будет, и будем жить. Как говорится, все будет нормально. Всем пока, друзья мои.